Мы в музее Сардинских гор в Ариццо. Здесь мы представляем выставку ассоциации Impronte di Storia Historical Traces. Здесь вы видите стенд с бронзовыми инструментами и предметами конца бронзового века, начала железного века нурагической Сардинии. На вертикальной панели показаны так называемые фаритрины, которые имеют форму вативных колчанов, но на самом деле это ножны для булавок или даже кинжалов. Кинжалы бывают листовидные или каплевидные, а также известные с гоммированной рукоятью, названные так из-за особой защиты для руки. Теперь представим мечи. Это мечи антенного типа, то есть с антеннами на навершии, как вот этот восточноевропейского производства, который изготовлен в мастерской нашей ассоциации. Образцы таких антенных мечей бывают разных размеров. У некоторых экземпляров обкладки клинка декоративные и ничего не держат, а у других моделей вообще нет антенн, только простое навершие, чтобы меч не выскользнул из руки. Другие примеры, собственно, нурагических мечей, это так называемые вативные мечи. Эти мечи, достигающие длины до метра сорока, хорошо известны и задокументированы археологически. Вероятно, это то самое оружие, которое мы видим в нурагических бронзовых фигурках. Их часто держат в левой руке, а правой приветствуют. Или же, как мы предположили в книге 2016 года, они воткнуты в щиты, которые фигурка держит левой рукой. Понятно, что это оружие не заточено, ведь держа его в руке, легко было бы порезаться. Это чисто ритуальные предметы, отсюда название «вативный меч», они созданы так, чтобы не ранить, не быть опасными. Их конструкция уже асимметрична. Два ребра жесткости, которые должны быть строго по центру, намеренно смещены относительно друг друга, чтобы предмет, если его, не дай бог, используют в бою, почти наверняка согнулся. Это оружие с минимальным содержанием олова, как показали археометаллургические анализы, поэтому оно легко ломалось и разрушалось, настолько, что его специально ломали или приносили в больших количествах в жертву в храмах у воды. Это реплика, точно повторяющая пропорции оригинальных артефактов согласно анализам, и действительно цвет у нее ближе к меди, чем к полированной бронзе, которая почти золотая. Другие образцы нурагических мечей — это так называемые короткие мечи, которые видны, например, в группе с колчаном, то есть на спинах нескольких лучников. Их размеры известны по находкам, например, из гробницы в Синорбе, где нашли нуракскую бронзовую статуэтку. Длина довольно небольшая, примерно от 60 до 80 метра, что позволяло выхватывать меч из-за спины. Очевидно, что более длинный меч таких размеров, как вативный меч, было бы почти невозможно вытащить, если носить его за спиной. Что касается других образцов нурагических мечей, это тип меча почти листовидной формы, известный, например, по экземпляру из археологического музея Нуоро, так называемый меч с фенестрированной рукоятью, поскольку здесь в рукояти есть отверстие, которое использовалось для крепления заклепок. Этот тип меча встречается, например, на некоторых нурагических бронзовых статуэтках вместе с пестикообразными мечами именно благодаря этому характерному хвостовику концевой части рукояти, которая расширяется в форме ласточкиного или рыбьего хвоста, что точно видно на некоторых статуэтках, например, из группы Ута. Это еще один пример того же меча, но с открытой частью рукояти, видимой через это перфорированное навершие. Здесь, вероятно, вставлялись крупные заклепки, которые также служили для правильной балансировки меча.